категория людей, которые занимаются бизнесом без образования. Но почему-то у них хорошо получается, у некоторых. А есть такая категория людей, которые, можно сказать, специальное образование имеют. Возможно, они даже учились в вузах или MBA, или там даже ходят на тренингах и так далее. Но не всегда у них получается. Вот как вы думаете, с чем это связано? Ну, это связано с несколькими факторами. Прежде всего, нужно четко понимать, и я везде об этом говорю, что для того, чтобы создать крупный успешный бизнес, ум – это не обязательно. Но я заметил такую вещь. Все успешные люди, они энергичные. То есть энергия обязательно. То есть первое разделение – это для того, чтобы быть успешным, нужен не ум, а энергия прежде всего. Это первый момент. Второй момент – та ошибка, которую совершает, наверное, 99% предпринимателей, к сожалению, заключается в том, что все думают, что для того, чтобы добиться успеха, нужно поставить цель и работать. Я говорю, это ошибка, потому что не всегда для того, чтобы достигать своих целей, нужно работать. Я бы даже больше сказал, если вы хотите быть эффективными, то вы не должны всегда работать. Однажды я приведу пример. Японские консультанты по кайдзен-технологии приехали на российский завод, и директор завода российского начал показывать завод. Они проходят, и в каждом цехе все работают, усиленно работают. И директор хвастается, этот цех, говорит, 100% план выполнил, тот цех 120% выполнил, тот план выполнил на 130%. В конце, когда он гордый спросил у японцев, насколько они эффективны, японцы сказали, вы совсем неэффективны. Он тогда спросил, почему, японцы сказали, потому что у вас все время работают. Времени тут думать. Вопрос даже не в этом. Смотрите, у меня есть концепция движения, которую я сформулировал, когда принимаю много IT-стартаперов, и они везде мне презентуют план, как они там всех порвут конкурентов, как они все сделают и так далее. И я им говорю, ребята, у вас основная кардинальная ошибка в том, что вы планируете только свои действия. Но вы же живете не в вакууме, вы живете в этом мире, а этот мир динамичный. Поэтому в этом мире я создал концепцию такого движения. Когда вы в этом мире присутствуете, неважно, вы действуете или бездействуете, даже сидите, когда вы занимаете чье-то место, вы давите на кресло и так далее, вы оказываете на этот мир воздействие. Оказывая на этот мир воздействие, вы вызываете 3 силы. Первое – противодействие. Кто-то всегда сопротивляется вашим действиям. Второе – содействие. Кто-то всегда поддерживает ваши действия. И третье – взаимодействие. Кто-то все время наблюдает. Его может стать либо противодействием, либо содействием. Поэтому вы должны четко понимать, когда вы ставите цель, не всегда вы должны идти к цели. Иногда бывает, что цель к вам идет. Или иногда бывает так, что силы несут вас к цели. Приведу пример. Если вы на реке сели на лодку и поставили цель, и если вы выбрали правильное течение, то вы можете веслами не работать. Само ведет вас. Вы будете плыть к цели. Другой вариант. Та же река. Если цель, течение правильное и течение в твою сторону, то цель к тебе плывет, а ты сидишь на берегу и ничего не делаешь. Третий пример. Когда вам дует ветер, глупо грести, попутный ветер, глупо грести веслами, вместо того, чтобы ставить парус. Эффективнее поставить парус и ничего не делать, чем целый день 24/7 грести веслами. Поэтому я всегда говорю, для того, чтобы добиваться каких-то целей и стать успешным, не всегда надо работать. Надо знать, когда работать, а когда не работать. Вот это ключевое и важное, потому что люди выгорают, устают, потому что они 24/7 работают и думают, чем больше работает, тем больше шансов на успех. Абсолютно это не связанные вещи. Более того, я привожу русскую народную пословицу, которая гласит так: трудом праведным не наживешь палат каменных. То есть, значит, работая, вы не заработаете деньги. В исламе есть такое, когда вы работаете, конечно, ваш труд всегда будет учтен Аллахом. Да. Вы заработаете себе на хлеб, но вы не заработаете на хлеб с маслом, с икрой, с домом, с Мерседесом и так далее.
Аллах вознаграждает и дает баракат только в двух случаях. Первое – это когда вы берете на себя риск. И второе – это когда вы проявляете терпение. Да. А что такое терпение? В двух случаях. Терпение ждать и терпение переносить невзгоды. Поэтому не всегда надо работать. И более того, для того, чтобы быть эффективным, запомните, надо приближаться к цели. Но работать или не работать – это не обязательно. Это зависит от той ситуации. Как зависит от ситуации. Зависит от ситуации. Более того, надо всегда смотреть. Если попутный ветер, наоборот, надо отдыхать и ждать. Ждать просто. Ждать, да. терпеть, сабр, ждать. Да, да. Вот где-то в одном этом я прочитал, что мало это есть много, когда ты делаешь правильные вещи. Да. Чем делать много и запутаться. Иногда я такой человек, кстати. Вот как вы говорите, я такой человек, я очень трудоголик, и это иногда проблема. Я создаю проблемы, которые не нужны были, и не надо было делать на самом деле. Где-то, наверное, я увеличиваю количество попыток и действий не там. Иногда бывает такое. Такие ошибки я совершаю, это ошибки, наверное. А потом итоги, но это все, можно сказать, помогает накапливать. Любой ошибкой же все равно постепенно накапливает опыт и какой-то там фундамент создает. Потом дальнейшее, чтобы это не делать и так далее. Здесь еще один важный момент. Смотрите, когда вы работаете, вы можете работать только в одном направлении. А когда вы не работаете, вы можете сразу в нескольких направлениях. То есть, когда я сижу в лодке и гребу веслами, я могу управлять только одной лодкой. Соответственно, моя эффективность низкая. А когда я не гребу веслами, я могу поставить паруса на 10 лодок, и оно само идет. Вот так вот я управляю большим количеством бизнесов. То есть я везде веслами гребу. Поставил паруса везде, и ветер несет. То есть, и это основное отличие, когда люди становятся реально крупными и миллиардерами. Дело в том, чтобы стать миллиардером, прежде всего нужно поймать удачу. Вот это вопрос был другой вопрос, который... Это связано с везением, не с трудом. Миллиардеры – это потом, когда становятся миллиардерами, всем говорят, что они работали по 16 часов в день, что они не спали. Это миф, который они придумают потом, после того, как стали миллиардерами. Потому что трудно же объяснить простому человеку, как он без труда стал миллиардером. На самом деле все они в основном заработали на росте капитализации своих компаний. То есть они нашли компанию или сидели в компании, и стоимость которой росла. То есть не за счет операционной прибыли. Да. Стоимость росла. Так вот, это и есть попутный ветер, когда стоимость растет, ты ничего не делаешь, а стоимость растет. Да, это так и действительно так и есть.